Этот орган весит лишь 300 граммов, но всего за минуту перекачивает 6 литров крови. Ни одна мышца в нашем организме не работает так, как работает оно, человеческое сердце. Сегодня в «Наукомании» будем говорить о таком сильном и одновременно хрупком органе. И, конечно, о сложнейшей работе тех, в чьи руки мы отдаем свои сердца. Это проект «Наукомания». Меня зовут Екатерина Берецкая. И смотрите в ближайшие полчаса. Из левого желудочка в правое предсердие и из правого желудочка в левое предсердие. Особенности строения человеческого сердца. Оперирование без лишних разрезов. Ювелирная, малоинвазивная хирургия. Выше не значит лучше. Почему гипертоников в нашей стране становится все больше. И как специалисты научно-практического центра детской хирургии дают вторую жизнь малышам с врожденными пороками сердца. Благодаря сердцу наши клетки, органы и ткани получают необходимые питательные вещества и кислород, а также освобождаются от продуктов обмена и углекислого газа. Позволяет сердцу это делать его уникальная анатомия. Состоит этот полый мышечный орган из 4 камер, 2 предсердий, которые отделяет межпредсердная перегородка, и 2 желудочков, между которыми находится уже межжелудочковая перегородка. Кровообращение происходит благодаря систоле, то есть сердечному сокращению, и диастоле, расслаблению. Периодически повторяющиеся в строгой последовательности систола и диастола составляют сердечный цикл. При сокращении сердце выталкивает кровь, которая далее по сосудам идет к другим органам, а при расслаблении сердце заполняется новой порцией крови. Существует 2 круга кровообращения – малый и большой. Большой начинается в левом желудочке, от него отходит главный кровеносный сосуд аорта, по которой кровь, обогащенная кислородом, поступает ко всем клеткам организма. Обмен питательных веществ происходит в капиллярах, а они, в свою очередь, собираются в вены, и через вену полую кровь попадает в правое предсердие. Дальше начинается малый круг кровообращения. Из правого желудочка венозная кровь попадает в легкие, а оттуда, получив кислород, по легочной вене попадает в левое предсердие. За 1 минуту сердце у здорового человека перекачивает не менее 5 литров крови. Работать оно должно ритмично, без перебоев. Если кровоток прекращается, клетки организма перестают получать кислород, а он главный в вопросах окисления и обмена веществ. В итоге клетки начинают гибнуть. Вопросы нарушений сердечной работы решает кардиология, сложнейшее направление медицины, которое начало зарождаться еще в 17 веке до нашей эры в Древнем Египте. А первым высказал мнение о том, что сердце – это мышца, имеющая несколько желудочков, Гиппократ. Однако настоящий прорыв в кардиологии наступил, когда начали оформляться методы диагностики. Французский врач и анатом Рене Лаеннек создал стетоскоп. Это изобретение помогло диагностировать отклонения в работе сердца. Работа ученого и его последователей позволила кардиологии уже в XIX веке стать одной из самых прогрессивных отраслей медицины, исследования в которой не прекращаются до сих пор. Формат нашей программы сегодня не совсем обычный. Будет много эксклюзивных репортажей и большой разговор с лучшим кардиохирургом, который хорошо известен не только в нашей стране, но и за ее пределами. На встречу мы приехали в единственный в Беларуси научно-практический центр кардиологии. Здесь буквально этой осенью провели уникальную операцию. 2-й раз пересадили пациенту сердце. Все детали узнаем у директора научно-практического центра, академика Национальной академии наук Александр Геннадьевич. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Геннадьевич Мрочик, главный кардиолог Министерства здравоохранения Беларуси, доктор медицинских наук, профессор, академик Национальной академии наук Беларуси, автор более 340 научных работ, имеет 27 авторских свидетельств на изобретение, руководитель научной школы аритмологов в Беларуси, председатель Белорусского научного общества кардиологов, действительный член Европейского общества кардиологов, член Европейского общества по изучению сахарного диабета. Александр Геннадьевич, я так понимаю, ретрансплантация сердца в нашей стране была проведена впервые. В чем особенность этой операции? Пересадка была осуществлена в 2013 году. Он до 2017 года жил достаточно активно. Как все равно у него было нормальное совершенно сердце. К большому сожалению, не всегда бывает так, что сердце сохраняется на долгие годы в организме реципиента. Это связано с тем, что сам организм может отторгать его.
Вот такая ситуация и произошла. Заменено это сердце на новое, и пациент чувствует себя сегодня достаточно неплохо. Результат, в общем-то, на мой взгляд, неплохой. Сколько длилась операция и сколько хирургов работали? Как правило, 5, 6, иногда 7 человек участвуют в такого рода операциях. То есть одна кардиохирургическая операция – это вот целая группа специалистов, которые должны работать слаженно, понимать друг друга с полуслова. Если говорить вообще о пересадке сердца, когда в нашей стране вы, ваши специалисты, смогли впервые это сделать и насколько востребована, наверное, к сожалению, да, сейчас у белорусов такая операция? Впервые мы такую операцию сделали в 2009 году. Считается это как бы вершиной кардиохирургии. Уже порядка 300 операций такого рода мы сделали. Хорошая выживаемость пациентов, она мировая. И мы находимся где-то примерно на 6-7 позиции в мире по количеству трансплантаций на миллион населения. Мы уже заявили себе как страна, которая может делать вершину кардиохирургии. Как обстоят дела с донорскими органами? Очень важно, что в трансплантологии вот сегодня существуют тенденции, где общество, достигнув определенного уровня гуманности, отношения к другу людей, жители сами заявляют о возможности в том, что они могут стать потенциальными донорами, они с этим согласны, и это тоже используется. Если взять отрезок 10 лет, кроме пересадки сердца, какие еще, на ваш взгляд, прорывные были сделаны шаги в нашей кардиологии? Это организация системы помощи пациентам с острым коронарным синдромом, которая позволяет достаточно быстро помогать людям, которые могут иметь потенциальный инфаркт миокарда. Это традиционная лаборатория, это оснащенная ангиографической установкой, где работают специалисты, которые могут по вене или артерии достигнуть коронарной артерии, открыть ее, закрытую, вот готовится уже возникать инфаркт миокарда. А эти специалисты не позволяют это сделать. Это есть золотой час. Ну, может быть, не час, а 120 минут, вот так в мире говорят, в течение которого еще можно сохранить сердце. Сейчас мы имеем результаты в виде снижения смертности от инфаркта миокарда в республике. Я считаю, что если вот примерно такую службу сегодня организовать и в области оказания больным помощи при инсультах, то мы будем и сохранять головной мозг тем, которые могут иметь потенциальный инсульт. То есть это уже еще одна задача, которая сегодня в республике стоит. И лишнее тому доказательство – это то, что сегодня кардиохирурги не всегда берут в руки скальпель. Ваши коллеги открыли для моих коллег-журналистов сразу несколько операционных. Давайте посмотрим, что там происходит. Сердцу мужчины, который лежит на операционном столе, 70 лет. Биться в нормальном режиме оно уже не могло. Нужна была имплантация клапана. Грамотная и четкая работа профессиональной команды, 2 хирургов, анестезиолога, медсестер, лаборанта, УЗИ-диагноста и клапан на месте. На все медикам потребовалось около 4 часов, хотя эта операция у ювелирных хирургов, интервенционных кардиологов, нечастая, примерно 35-я с 2014 года. Мы вмешиваемся в организм путем минимального доступа, то есть методом прокола каких-то магистральных сосудов, артерий и вен, проводя таким образом через вот такой сосудистый доступ операцию на сердце и, скажем, его окружение. До сердца интервенционные кардиологи добираются через ногу или руку. Проводится пункция артерии, в которой устанавливается специальная трубка – интродюсер. А он уже служит тоннелем для катетера, в который врачи вводят контрастное вещество, разносящееся током крови по сосудам. И все, что находится внутри, теперь можно увидеть на мониторе специальной установки – ангиографа. Поскольку, по сути, работа интервенционных кардиологов связана с рентгеном, их и называют рентген-эндоваскулярными хирургами. Они малоинвазивным путем могут решить проблемы клапанного аппарата, устранить патологии коронарных артерий, удалить атеросклеротические бляшки. А иногда манипуляции рентген-эндоваскулярных хирургов становятся первым этапом к последующему оперированию пациента уже на столе хирурга традиционного. Не всегда мы можем, даже не мы, наши коллеги-кардиохирурги, найти донорский орган для проведения трансплантации сердца. Иногда его приходится какое-то время ждать, и способ дотянуть, дожить до трансплантации последующей является в том числе и такая технология уменьшения объема митрального клапана. Есть проблемы сердечно-сосудистой системы, которая решает только традиционная кардиохирургия. Например, нашу съемочную группу пустили в соседнюю операционную. Больному требовалось шунтирование сердца. И по статистике, после этого вида лечения большая часть пациентов спустя некоторое время возвращается к привычному образу жизни.
После аортокоронарного шунтирования это 95% возвращается к труду. После клапанной коррекции процент немного ниже, но все равно около 80% через полгода, через год они получают рабочую группу и возвращаются к труду. Есть критерии для каждого заболевания. Они, как правило, совпадают, наши показания с европейскими, они перекликаются. И только когда все есть показания, есть такая пословица: 7 раз отмерь, 1 раз отрежь. Поэтому кардиохирургия и вообще хирургия это применимо на все 100%. Поэтому надо 7 раз взвесить, нужна ли операция человеку, поможет, будет ли лучше его жизнь после этого и дольше, скажем так. В любом случае, вне зависимости от того, к какому врачу научно-практического центра кардиология попадет пациент, рентгеноваскулярным хирургам, либо же их коллегам-кардиохирургам, цель у всех одна – вылечить самые тяжелые случаи, за которые в районах и даже в областях страны не берутся, и поставить новую технологию на поток, чтобы ответа врача «мы здесь бессильны» не существовало в принципе. Александр Геннадьевич, вы человек очень скромный, я знаю. Как все действительно лучшие. Это правда. Но зато вы с удовольствием, это я тоже знаю точно, рассказываете о совместных исследованиях с коллегами. Вот давайте поговорим, тем более у нас вот есть один из примеров, да, Стентграф – это разработка. С кем разрабатывали вместе? Насколько это и другие ваши разработки с тем же техническим университетом сегодня востребованы? И правильно сказать, сколько жизней сохранили? Мы организовались вместе с Политехнической академией и начали серию работ по таким вот вещам, которые с помощью доступа артерии и вена могли бы помогать нашим пациентам. Аорта потенциально может разорваться, если она крупная. Естественно, это сразу внезапная смерть, человек погибает, и, естественно, помощь оказать в такой ситуации невозможно. Вот это позволяет человеку продлить жизнь. Это вот система аортального стенграфта. Это система, которая позволяет в аорту ввести вот такой каркас, который расправится на баллоне и укрепить стенку аорты. Мы с заводом «Электронмаш» уже который год подряд производим наши белорусские клапаны, которые ставятся во все позиции. И в аортальную позицию, в нейтральную позицию. Там, где есть клапаны в сердце, все можно делать белорусскими клапанами. Это наша совместная разработка. Конечно, очень много прошло времени, прежде чем это вошло в клинику. Я имею в виду клинические испытания, исследования на совместимость и так дальше. Но, тем не менее, сегодня вот завод «Электронмаш» уже эти клапаны экспортируют в другие страны мира. Другие есть разработки, такие как окклюдеры. Вот в детской особенно практике они используются для закрытия врожденных дефектов. Это тоже наша совместная с Политехнической академией разработка. Место технологиям 3D есть сегодня в кардио? Я хотел бы обратить ваше внимание, вот что здесь на столе есть 3D-модели сердца. Это построено с помощью 3D-принтера, которые позволяют как бы смоделировать будущую операцию. Вот здесь как раз тоже 3D-принтером построенная модель. Вот эта часть голубым цветом – это удаляемая часть, это так называемая гипертрофическая кардиомиопатия, лишняя часть перегородки. Она удаляется хирургически, но предварительно хирурги посмотрели, как это они будут делать, когда видят вот эту 3D-модель сердца. Она построена на реальном сердце человека. То есть с помощью компьютерной томографии оцифровывается вся сердечная мышца, строится с помощью принтера 3D-модель, делается предварительная как бы операция. Сначала на 3D-модели, а потом повторяется на человеке. И все-таки хочу поговорить, вернее расспросить лично о ваших исследованиях. Если не ошибаюсь, около 3 десятков свидетельств и патентов. Обо всех времени не хватит, понимаю, что каждая действительно уникальна, но вашему сердцу какая дорога? Вы знаете, когда делаешь что-то новое, какой-то патент, какое-то новое изобретение, уже не вспоминаешь о том, что было. Или это уже прошедший этап, или это, будем говорить, новый какой-то уровень развития в твоем мышлении. Ну и с другой стороны, если удается его осуществить на практике. Кстати говоря, вот эти все элементы, которые я продемонстрировал вам, они тоже защищены авторскими свидетельствами или патентами. Наверное, самое дорогое – это то, что впереди. То есть
Наверное, пока это все в мыслях, я думаю, что это будет запатентовано и реализовано. Самое главное – это реализация. Попробую у вас расспросить, что же там впереди и что в планах, но чуть позже. А сейчас предлагаю еще отвлечься и посмотреть, над чем работают в области кардиологии ученые со всего мира. Время нашего научного дайджеста. Гарвардские ученые предлагают проводить научные исследования в области кардиологии с помощью так называемого сердца на микрочипе. Его американцы создали с помощью 3D-печати. Разработка, по заявлениям авторов, точно воссоздает биение и реакции человеческого сердца. Также исследователи отмечают, что целей создавать жизнеспособные органы у них нет. Главное – исследовать реакции тканей, а в будущем использовать сердца на чипах в качестве средства для тестирования новых лекарств. Ученые из Университета Калифорнии в Сан-Франциско провели такое исследование. На протяжении 12 месяцев следили за состоянием сердца у 1300 добровольцев, которые ежедневно выпивали несколько чашек кофе. Одна фокус-группа употребляла по 3-4 чашки бодрящего напитка, а вторая – по одной. Все участники эксперимента остались с прежними показателями работы сердца. В Российском центре имени Шумакова, а это мировой лидер по количеству пересадок сердца, пытаются найти альтернативу этой операции, ведь помочь получается далеко не всегда. Ученые сейчас активно работают в области регенеративной медицины и тканевой инженерии. Исследователи предложили, конечно, все это пока теория, пораженные участки сердца покрывать специальными тканями, которые будут приживаться на 100% и даже восстанавливать функции органа. Это «Наукомания», и сегодня говорим про сердце. Выше не значит лучше. Почему гипертоников в нашей стране становится все больше? И как специалисты научно-практического центра детской хирургии борются с врожденными пороками сердца. Недавно, общаясь с прессой, вы сказали, что 40% белорусов сейчас страдают повышенным давлением. 40% – это, фактически половина. С чем связано? Да, действительно, белорусов 40% артериальной гипертензии. Понятно, что среди них есть высокий уровень риска создающий, есть и с более мягкой гипертензией, то есть которые могут коррегировать свое давление изменением просто поведения. Поэтому естественно, что работать надо с каждой группой населения, особенно с той, которая уже имеет осложнение гипертензии. А это что? Атеросклероз, инфаркт, инсульт. Вот здесь, наверное, коррекция артериального давления является жизнеопределяющей для этого человека. Очень часто можно услышать такое понятие, как рабочее давление. Норма 120/80, но у меня рабочее 150/100, я себя нормально чувствую. Скажите, как врач, вот рабочее давление – это вообще нормально или все-таки у всех оно должно быть 120/80 и все? Рабочее давление – это термин, который придумали сами себе пациенты. В общем-то, врачи такого, как правило, не говорят сейчас. Гипертоник, привыкнув к высоким цифрам, ему уже плохо при нормальных цифрах. То есть, когда резко снижаешь давление, он говорит, слабость, и у меня голова кружится, он привык к такому давлению. Но агрессором-то является высокое давление. Поэтому рабочее давление высокое – это плохо для человека. У нас есть еще один сюжет. Мои коллеги встретились с аритмологами вашего центра. Давайте посмотрим, что они у них узнали. Сегодня минчанин Николай Ильюшин с ровным здоровым пульсом может пройти несколько кварталов, хотя буквально пару недель тому назад для него непобедим был даже один лестничный пролет. У нашего пациента значимо снизился сердечный выброс, то есть его сердечко не выполняло основную функцию, насосную, то есть доставка крови всем органам и тканям. Состояние развивалось постепенно. Случился критический момент, когда пациент вышел на острую левожелудочковую недостаточность. И нашему пациенту было имплантировано устройство, которое помогает синхронизировать работу желудочков, помогает настроить электрическую функцию сердца. Это устройство имплантируется под кожу. Также по сосудам мы имплантируем 3 электрода в правое предсердие, правый желудочек и левый желудочек. И после операции выполняются, даже интраоперационно выполняются определенные настройки, которые помогают сердцу синхронизировать работу и работать в условиях максимально приближенных к нормальным. Также этот прибор анализирует потенциальные риски, и если у пациента начнется тахикардия, стимулятор сам, благодаря посылаемым импульсам, начинает лечить.
Стимулятор, который имплантируется ему под кожу, имеет провода, которые вставляются внутри сердца, вот как вы видите здесь на экране. И они заставляют сердце с 3 сторон, и стимулируя его, они выполняют функцию руководителя, он начинает работать быстрее и в ответ на нагрузку ускоряется. И тогда двигатель начинает работать синхронно. Цилиндры работают одновременно, мощность увеличивается. Клапан начинает работать хорошо. Гарантированно такой стимулятор проработает под кожей пациента 5-6 лет. Затем замена. Но бояться, уверяют врачи, да и пациенты тоже, нечего. Для установки прибора нужен всего лишь микроразрез. Произведен только вот такой шов. Я могу сказать, что в пятницу у меня прошла операция. В воскресенье я уже отказался от обезболивающих. Еще один прибор, который используют аритмологи – микрокардиограф. Его устанавливают тем пациентам, которые часто теряют сознание, а выяснить причину обмороков не могут. Он 3 года пишет кардиограмму. Если пациент потеряет сознание, он сам запоминает этот момент, оставляет в памяти. Он приходит к нам, и мы видим, в этот момент были проблемы с сердцем, то есть была остановка сердечной деятельности, или это вообще потеря сознания, никак не связанная с сердцем? Если у пациента систематически сердце бьется меньше 60 ударов в минуту, то, скорее всего, ему установят кардиостимулятор. Если больше 100, то это исправят с помощью катетерной аблации, воздействия на очаги аритмии электрическим током, низкой температурой, лазером или ультразвуком. И в 90% случаев именно катетерная аблация возвращает пульс пациентов в норму. Основная аритмия у людей пожилого возраста, это фибрилляция предсердия, имеет не точечную причину, это многочисленные очаги, связанные в первую очередь с неправильным образом жизни, с плохо леченным артериальным давлением, с сердечной недостаточностью, с употреблением алкоголем, избыточной массой тела, ночным храпом с остановками дыхания во сне. Иногда аритмия, как говорят специалисты, это предвестник начинающихся тяжелых сердечных заболеваний. Выявив ее своевременно и пройдя лечение, можно и вовсе патологию предотвратить. Все-таки о том, о чем я обещала. Хочу расспросить вас о планах. Хотя знаю, что врачи не любят ни прогнозов, ни рассказывать о планах своих тем более. И тем не менее, ретрансплантация сердца сделана, нанотехнологии внедрены. Что дальше? Это планы, касающиеся в первую очередь развития интервенционных технологий. Здесь уже появилось очень много интересных направлений, таких как имплантация клапанов малым доступом. Уже практически в мире идут сегодня испытания по доставке клапана в любую позицию, не вскрывая грудной клетки. То есть человек с недостаточностью аортального клапана поступает в клинику, а через 3-4 дня он уже на работе опять. Мы уже имеем определенный опыт по имплантации таких клапанов в аортальную позицию. Это методика ТАВИ. Все шире она завоевывает популярность во всем мире, и в том числе в нашей стране. Коррекция клапанов. Вот мы буквально в этом году начали использовать такую технологию, как микроклипы. Что это такое? Это когда широкое отверстие митрального клапана, и мы можем интервенционно взять и срастить край створочек этого клапана, сузив его и таким образом уменьшив степень порока митральной недостаточности. Уже такие пациенты ходят у нас по республике. Очень важным направлением я бы назвал интервенционная аритмология, то есть когда малым доступом заходим в сердце и прижигаем участки, которые ответственны за аритмию. Очень важное направление, и практически сегодня мы уже не имеем пациентов с врожденными аритмиями, то есть мы их лечим, то есть они полноценные жители нашей страны. Много очень различных других технологий. Я желаю вам только одного – здоровья, и чтобы все получилось. Ну а в нашей программе самое время поговорить о детских сердцах. Отправляемся в Центр детской хирургии. Там тоже не так давно была проведена уникальная операция, благодаря которой сердце 3-месячного ребенка продолжило биться. Это достаточно редкий диагноз. Гиплазилиевых отделов сердца. Все хирургическое лечение, которое проводится ребенку маленькому, направлено на то, чтобы из единственного имеющегося у него полноценного желудочкового сердца сформировать целое сердце. То есть, по сути дела, мы сохраняем только половину сердца, которое будет работать для того, чтобы обеспечивать потребность всего организма. Уникальность операции, которая была проведена ребенку бригадой наших хирургов, заключается в том, что нам фактически с таким же диагнозом удалось ребенку сохранить нормальную для человека анатомию сердца. То есть, по большому счету, мы сохранили и правый, и левый желудочек. И, соответственно, мы надеемся на то, что это первая и последняя операция этого ребенка. Операция длилась в целом больше 10 часов.
Работала одна бригада хирургов, они работали бессменно, то есть мы не менялись во время всей операции. Основной этап, во время которого сердце ребенка останавливалось, длился около 3 часов. По большому счету, все эти 10 часов, 7 часов до остановки сердца, 3 после, мы готовились к этому самому ответственному этапу. Сердце этого ребенка было немножко меньше, чем макет, который я сейчас держу в руках. Это результат применения технологии 3D-печати в нашей клинике, посредством которой мы перед операцией с помощью компьютерной томографии изучаем анатомию и готовим подобные макеты сердец для того, чтобы оценить возможность того или иного варианта хирургической коррекции, возможно, спланировать определенные этапы предстоящей операции и тем самым улучшить результат лечения. Это была «Наукомания» и я, Екатерина Берецкая. Пусть ваши сердца будут здоровыми, а пульс, если и учащается, то только от позитивных эмоций. Увидимся ровно через неделю на телеканалах «Беларусь-3» и «Спутниковом», «Беларусь-24».